Это программа «Итоги дня» с Владом Давыдовым на Якутии-24. Мы начинаем. Противостояние коронавирусу. Последние данные, новости по принятым мерам. Покупателей нет, обороты на нуле. Предприниматели Якутии бьют тревогу. Власти поддержат бизнес. Каким образом, каких сфер это коснется? Защита пожилых в приоритете. Общественники и волонтеры начали активно помогать пенсионерам и маломобильным гражданам в период пандемии. Осторожно, мошенники. Жители Ленского района стали жертвами обманщиков. Преступники теперь прикидывались банкирами. Как дела в Южной Якутии? Обзор событий и новостей Ниренгринского района в конце выпуска. Общее количество человек с коронавирусом в Якутии достигло 10. Об этом сегодня сообщил Айсен Николаев в ходе брифинга. Глава республики уточнил, что в числе новых этих 3 заболевших девушка, которая вернулась из Соединенных Штатов, один работник ЕТЭК и один из предпринимателей, который контактировал с руководством данной компании. Заболевшие изолированы, их лечат в инфекционном стационаре города Якутска. Все контакты были своевременно выявлены, все сейчас уже начиная с выходных по ним анализы берутся. Пока анализы в целом отрицательные, но у нас ряд анализов, понедельник, вторник и сегодня, которые были отобраны, мы их направили в Новосибирск для перепроверки. Результаты мы ожидаем ближе, наверное, все-таки к завтрашнему вечеру или послезавтра. Случаев, еще раз говорю, что ситуация у нас идет достаточно стабильно, то есть нет резкого роста. У нас в среднем в день выявляется по 1, по 2 случая из именно ранее уже зафиксированных контактов, которые были у больных. Где и в каких условиях проживают те люди, у кого есть подозрение на коронавирус? Сегодня глава региона посетил корпус номер 3 Якутской республиканской клинической больницы, где развернулся обсерватор. Айсен Николаев посмотрел отделение лучевой диагностики, рентгеновскую компьютерную томографию, рентгенаппарат, отделение анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии. Также побывал в пульмонологическом отделении для больных пневмонией без инфицирования коронавирусом. В конце обхода показали готовое помещение на 50 коек-мест, где в будущем планируется разместить больных коронавирусом. На это выделен весь 5-й этаж этого учреждения. Помещение оборудовано аппаратами ИВЛ, искусственной вентиляции легких. Пункт временной изоляции у нас развернут в детской городской больнице по улице Советской Армии, где у них был стационар. Он на 50 коек, и туда мы направляем людей, которые прибыли из-за границы. Это иностранцы и наши граждане, которые побывали в командировке за границей на отдыхе. Их мы направляем пункт временной изоляции. Сейчас там находится 34 человека и обслуживает персонал детской городской больницы. Второй обсерватор на 350 мест. Он развернут в Сосновом Бору. И туда направляются люди, которые контактировали с больными коронавирусом. Работа там налажена. Эвакуирует их специально тоже собранная эвакобригада. Что касается тех граждан, у кого коронавирус уже диагностирован, все они проходят лечение в инфекционной больнице Якутской республиканской клинической больницы. Там также находятся те, у кого был тесный контакт с зараженными и есть признаки ОРВИ, но первичные анализы дали отрицательные результаты. В завершение посещения Якутской республиканской клинической больницы глава региона провел выездное совещание по вопросу готовности медучреждений республики к выявлению и лечению больных коронавирусной инфекцией. Многие социальные и государственные учреждения перешли на удаленный режим работы, усилена работа колл-центров. Ответы по пенсионным и социальным вопросам, например, можно получить по телефону. Номер для обращения 8 800 199 74. Звонки принимают с понедельника по пятницу с 9 утра до 6 вечера без перерыва на обед.
Ответы на вопросы, содержащие персональные данные, предоставляются при наличии кодового слова, который можно оформить через личный кабинет гражданина на сайте Пенсионного фонда. Члены регионального отделения Общероссийского народного фронта, волонтеры Победы, а также волонтеры-медики и молодогвардейцы объединили усилия и создали единый волонтерский штаб для помощи пожилым и маломобильным гражданам в период этой пандемии. О том, как отрабатываются заявки и как в целом организована работа, репортаж Александра Хавренко. Чтобы минимизировать контакты и возможности заражения, пожилым людям рекомендовано оставаться в своих квартирах. А доставкой продуктов и средств первой необходимости занимаются волонтеры из единого штаба, организованного на базе регионального отделения ОНФ. Ежедневно в штаб поступают заявки от пожилых людей, которые оперативно отрабатываются добровольцами. Разные заявки бывают. Допустим, сейчас вот мы едем на заявку отрабатывать необходимый набор продуктов питания, там хлеб, попросили овощей, фруктов немного. И поскольку весна, все-таки работаем на людей преклонного возраста, заявки интересные, это чернозем. Живой чернозем нужно купить, то есть люди начинают уже высаживать рассаду, готовятся к лету, то есть ведут полноценный образ жизни. Мы пытаемся максимально помочь. На каждую заявку волонтеры выезжают строго в соответствии с требованиями. В медицинских масках, перчатках и с антисептиками. Они стараются максимально избежать контактов, не заходить в квартиры, куда осуществляется доставка, и по возможности просят оплатить покупки мобильным банком, чтобы избежать контакта с наличными деньгами. Пенсионеры от такого сервиса в полном восторге. Мне позвонила двоюродная сестра, я только собралась в магазин пойти. Она мне звонит, говорит: ты знаешь, что не ходить по улице нельзя, а то тебя штрафуют. Ну все, она мне номер телефона дала, я ей позвонила вам. А быстро доставили? Быстро, да, спасибо большое. Слава Богу, хоть мне не таскать. Очень хорошо сделали для пожилых людей. Пока заявок не так много, но волонтеры уверены, что с каждым днем их количество будет увеличиваться. Поэтому призывают неравнодушных граждан присоединиться к их движению. Ну, и вроде как не ожидают, хотя ждут, и в то же время, в таком небольшом шоке. Но самое главное — это тот позитив, все равно в итоге это улыбки и большое человеческое спасибо, за которое все волонтеры, в принципе-то, и работают. Александр Хавренко, Григорий Хлопков, Якутск. Авиакомпания «Якутия» оставила без изменений расписание регулярных рейсов внутри России. В сообщении отметили, что главным приоритетом была и остается безопасность пассажиров. В связи с этим усилены противоэпидемиологические меры, в частности, по дезинфекции воздушных судов. Из-за всех этих ограничительных мер сильно страдает бизнес, причем почти во всех отраслях – транспорт, товары, услуги. У всех упали обороты, многие предприниматели под угрозой банкротства, так как уже скоро им будет нечем платить за аренду и зарплаты работникам. Понимая все это, власти решили поддержать малый и средний бизнес. Каким образом и каких сфер это коснется, разбирался наш корреспондент Дмитрий Тымыров. Карантинные и ограничительные мероприятия против распространения COVID-19 ударили по кошельку многих предпринимателей и в первую очередь представителей гостиничного бизнеса. Ательеры говорят, брони на сегодня по нулям. С апреля мы вообще сидим по нулям. Апрель, май, июнь, то есть у нас всегда были брони, в марте брони на июнь месяц, то есть на июнь мы сейчас сидим практически пустые. Так что я думаю, что с апреля, не знаю, то ли закрываться, то ли как, а может вдруг что-то поступит. Вот в этой обстоятельстве мы даже сегодня не можем ничего сказать. Из-за сложившейся ситуации часть персонала ушли в отпуска без содержания. И такая картина не только у представителей гостиничного бизнеса. У нас мастера решили уйти на карантин. То есть у них есть дети, у них есть родители также. И поэтому у нас согласились только 2 мастера работать, соответственно, а в салоне практически почти 100 квадратов. То есть арендную плату даже не вывезем, получается. И из-за этого мы решили уйти на 2-недельный карантин. Конечно, это очень тяжело было принять. Между тем терпят крах и владельцы магазинов, особенно в крупных торговых центрах. Сейчас ситуация очень сложная, проходимость упала,
выручка упала, и трудно работать стало. Людей все меньше с каждым днем. Маркетинговые ходы не помогают. Делать скидки невыгодно, так как окупаемости не будет никакой. Мы не можем сделать скидки, акции для привлечения клиентов, потому что доллар растет, поставщики уходят на карантин. В общем, со всех сторон нам невыгодно. Прибыль также падает и у представителей общепита. Нам запретили больше 50 человек находиться в здании, получается, и поэтому нас отказали очень многим, получается. Сами знаете, что в Якутии, если собираются юбилеи и так далее, это уже 100 с лишним человек, как минимум практически. А у нас сейчас именно вот этот контингент, его уже нету, получается. Вместе с тем власти региона начали предпринимать все необходимые меры, чтобы поддержать малый и средний бизнес. В эти дни вышел указ главы Якутии о мерах поддержки предпринимателей. Он состоит, основные направления 22 пункта. В том числе есть уже прямые поручения в адрес правительства о снижении налогов по УСН, по имуществу для ряда предприятий малого бизнеса, для ряда направлений. Есть рекомендации также для наших хозяйствующих субъектов с долей государства свыше 50%, также резко снизить арендную плату для предприятий, которые у них арендуют, для предприятий малого бизнеса. Отметим, что это лишь часть мер первоочередной поддержки. В будущем список помощи предпринимателям может быть расширен. Дмитрий Тымыров, Павел Пахомов, Якутск. Профилактическую работу против распространения вируса предпринимают и в районах республики. К примеру, управляющие компании Мирного приступили к обеззараживанию подъездов многоквартирных домов. Более 80% всех многоквартирок города обслуживает Мирнинское предприятие жилищного хозяйства. Отныне дезинфекция подъездов проводится каждый день, дважды, даже в день сотрудники должны обрабатывать перила, дверные ручки, лифты, кнопки, почтовые ящики, холлы по всем этажам. Также создана специальная комиссия, которая ежедневно будет вести контроль качества этой работы. Обеспечили себя буквально где-то минимум это на 2 месяца. И в дальнейшем процессе мы будем по мере необходимости себе закупать эти дезинфицирующие средства. На данный момент мы рассматриваем вопрос о закупке дезинфицирующих ламп для нашего расчетного центра. И на участке мы планируем тоже закупить бесконтактные градусники, чтобы непосредственно люди и начальники участка видели, что люди, приходящие и уходящие со смены, они не подвергаются никакой опасности, и у них температура тела, она в норме. Короткая пауза, буквально полминуты. Оставайтесь с нами, вернемся и продолжим программу. Осторожно, мошенники, жители Ленска, стали жертвами обманщиков. Преступники прикидывались работниками банка. Как дела в Южной Якутии? Обзор новостей, событий Ниренгринского района в конце выпуска. Вакцинация против клеща. В Алдане принимают меры профилактики против энцефалита. Это и многое другое через паузу. Якутия-24. Продолжаем программу «Итоги дня». Сильный снег, ветер, местами метель прогнозируют в Алданском и Ниренгринском районах республики завтра, 26 марта. Это передает пресс-служба МЧС по республике. Ожидается сильный снег с усилением северного ветра 7-12 метров в секунду с прорывами до 17-22 метров в секунду, местами метель, говорится в сообщении. Населению рекомендуют соблюдать правила безопасности и по возможности оставаться дома. В Южной Якутии идет работа в рамках второго этапа программы переселения из ветхого и аварийного жилья. В Ниренгринской городской администрации предстоит расселить жильцов 60 многоквартирных, в большинстве своем деревянных домов. Это 743 квартиры, где проживают 1900 человек. Весь этот жилфонд муниципалитет признал аварийным еще в 2016 году. И в 2017-2018 годах за счет городского бюджета были расселены 2 дома. На сегодня в рамках программы достраивают 10-этажный жилой дом по улице Чурапчинской.
Идет монтаж монолитных конструкций 9-го этажа. Также там ведут работы по кладке наружных стен и внутренних перегородок. Вместе с этим монтируют системы вентиляции и отопления. В данное время на стройке задействовано 50 человек. Сроки сдачи нового 60-квартирного дома 4-й квартал текущего года. Весь полный комплекс работы у нас ведется. Материалами мы практически всеми обеспечены. Люди есть. Пока работа идет в плановом режиме. Если форс-мажор с коронавирусом не вмешается, в плане того, что какие-то карантины будут, там жестокие ограничения в работах, тогда, я думаю, все будет по плану. В Алдане принимают меры профилактики против клещевого энцефалита. Весна – оптимальное время для проведения такой вакцинации. Подробнее Татьяна Вахнина. Потеря координации движений, нарушение речи, частичный или полный паралич, летний отдых на природе может иметь фатальные последствия. Клещи являются переносчиками множества заболеваний. К наиболее серьезным относятся боррелиоз, известный как болезнь Лайма, и энцефалит. Укус зараженного вирусом клеща приводит к глубокой инвалидности. Количество укусов ежегодно только растет, и, к сожалению, среди клещей, которых мы исследуем, имеются клещи с клещевым вирусным энцефалитом. Как кусаются клещи, прошлым летом узнали более 50 жителей Алданского района. Пострадавшим была проведена экстренная профилактика противоклещевым иммуноглобулином. Санитарные врачи напоминают о недопустимости извлечения кровососущего самостоятельно. При укусе клеща обращение в больницу обязательно. Клещевой энцефалит не всегда заканчивается благоприятно. Зачастую могут развиться тяжелые пожизненные неврологические последствия с психическими расстройствами вплоть до инвалидности. Поэтому при обнаружении клеща нужно обязательно обращаться в медицинское учреждение, где вам клеща правильно снимут и назначат экстренную профилактику клещевого энцефалита. Если кровососущий инфицирован, сделать безвредным его укус и предотвратить потерю здоровья можно только с помощью прививки. Эпидемиологи напоминают о важности своевременной вакцинации. Весна – оптимальная пора прививочной кампании против клещевого энцефалита. Цикл включает 2 инъекции. Они ставятся с интервалом в 30 дней. Иммунитет вырабатывается через несколько недель. Вакцинацию лучше проводить весной двукратно с интервалом 1 месяц и ревакцинацию уже через год. Последующие годы раз в 3 года. Ранее в проведении вакцинации имели место некоторые сложности. Прежде чем попасть в прививочный кабинет, пациент должен был позаботиться о приобретении вакцины. В прошлом году прививочная кампания проводилась с учетом данных нюансов. Нами была отработана и опробована хорошая схема вакцинации. Это взрослая поликлиника, где, не выходя из этой поликлиники, возможно приобретение вакцины и постановка этой вакцины на месте, не таская ее ни с других всяких аптек. Эпидемиологи отмечают, что доверие к профилактике в обществе растет. Если несколько лет назад добровольно вакцинировалось несколько десятков человек, то сегодня о собственной безопасности задумываются сотни. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. С новой волной мошенничества столкнулись жители Ленского района. Обманщики теперь начали представляться сотрудниками банка. Как это происходит? Сюжет Анны Кожевниковой. Лжесотрудники банка называют разные поводы для перевода денежных средств клиента. То карту необходимо заблокировать, то срочно нужно открыть новый счет. Мотивация для жертв в целях безопасности. А на деле выходит, что держатели карт сами рассказывают все свои данные злоумышленникам. В начале марта на мой телефонный номер позвонил неизвестный мужчина. Он представился сотрудником ОТП банка. Так как я являюсь картодержателем ОТП банка, я стала вслушиваться в его речь. У него такая была интонация, прям как сотрудника банка. И я подумала, что это не мошенники, реальные люди, которые пытаются уберечь мои счета. А далее стандартно необходимо открыть другой счет и перевести туда все денежные средства, а это почти 80 тысяч рублей. Только через какое-то время пострадавшая решила по горячей линии обратиться в банк, где ей сообщили, что сотрудники не звонили и перевода денег не производили. И таких случаев в последнее время только зарегистрированных полицией на территории Ленского района 22. Самая крупная сумма составила 99 тысяч рублей. Как правило, мошенники орудуют сразу на разных территориях страны.
Но есть у нас факты, которые, 50%, допустим, да, имеются именно раскрытые. То есть они все следы уходят в Центральную Россию, и оттуда уже наши оперуполномоченные работают в этом плане совместно с коллегами иных других регионов. Уведомляем граждан о том, что нельзя сообщать свои личные данные, пин-коды и IT-адреса. Нет, люди всегда по сегодняшний день рассказывают. Если раньше на уловки чаще всего попадались сельские жители, то в 2020 году жертвами всех этих случаев стали линчане. Сотрудники полиции в очередной раз убедительно просят граждан не предоставлять свои пин-коды, цифры с обратной стороны банковской карты, IP-адреса и другие личные данные. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Далее смотрите обзор новостей и событий Нерюнгринского района. Слово передаю коллегам. Добрый вечер, Якутия. Зима в конце марта. Второй день в Нерюнгри идет снег. А ведь буквально позавчера нерюнгринцы ходили по сухим улицам. Дорожные службы Нерюнгри на днях завершили чистку снега и занялись посыпкой дорог от гололеда. Пришлось им снова подключить снегоуборочную технику. Судя по прогнозу Гисметео, пасмурная погода в Нерюнгри продержится еще пару дней. С утра, пока шел снег, велась подсыпка по всем улицам и внутри квартальным проездом. По всем заявкам мы сразу старались это отработать. Сейчас как снег прекратился, выйдут работать 4 сначала машины по уборке снега, по очистке улиц. Завтра с утра добавится еще 6 машин. В 5 утра они уже выйдут. Мы будем приводить город в порядок. Нерюнгринский район продовольствием обеспечен. В связи с объявлением режима повышенной готовности в республике район работает в рамках исполнения указов. В ближайшие дни в Нерюнгри ожидается поставка мяса, рыбы из соседних регионов. Если говорить о запасах овощей, то картофеля в овощехранилищах более 100 тонн. Особое внимание в Нерюнгри уделяется на обеспечение хлебобулочной продукции. Запасов только муки хватит на 4 месяца. Следующее поступление также ожидается в конце марта. Работа Нерюнгринской птицефабрики идет в штатном режиме. Мы соблюдаем доктрину продуктовой безопасности. 70% нашей продукции отправляем в сторону Якутска, это наши районы, улусы. И 30% мы реализовываем в Нерюнгринском районе. Работаем полную мощность, потому что мы должны обеспечивать все население нашей республики. Ветеран РЖД борется за свои права. Уполномоченная по правам человека заинтересовалась делом Татьяны Перепелицыной, о которой мы ранее неоднократно рассказывали. Напомним, первостроитель БАМа с 1977 года проживает в поселке Беркакит Нерюнгринского района. В 2009 году женщину поставили на диспансерный учет с диагнозом ревматоидный артрит. И только 3 года назад Татьяна Ивановна узнала, что как сотрудник РЖД она имеет право получать бесплатные препараты. Без моего согласия не имеют права меня никуда перевести, ни в какую больницу. Это первое. Второе. Лекарства не дают 10 лет. Не дают. Лишили конституционного билета, который я заработала на железной дороге. Лишили. Он почему у всех идет на поводу? Он обязан меня защищать, он этого не делает. Почему я должна писать во все инстанции, беспокоить людей, у которых есть, может, действительно сложнее проблема, чем у меня? Такими событиями запомнился сегодняшний день в Нерюнгринском районе. Оставайтесь на канале Якутия-24. Будьте в курсе всех событий.